началась резня. Вырезали всех, и армян, и русских, всех. Это был какой-то кошмар. Девчонок, потому что я работаю в судебной организации, мне рассказывали, что каждый день находят трупы девочек, женщин, которых вырезали органы. Я, вот честно вам скажу, только за то, что я темная, меня принимали за чеченку. И вот только этим я там выжила. Меня миновала эта участь. Очень многих девчонок, моих подруг, насиловали, убивали. И убивать стали русских мальчиков. Русских здесь очень много, здесь больше 100 тысяч русских. И получается так, что нас с каких-то счетов списали. Вот мы никому не нужны. Я живу среди чеченцев даже больше 20 лет. Кусок хлеба, у меня подруга чеченка, мы кусок хлеба с ней делим. Мы не различаем, я русская, она чеченка. Я не знаю, что нужно вот этим провокациям. Они по телевизору передают, что русских детей за лотики берут, выбрасывают через окна. Это неправда. Вы давно здесь живете? Всю жизнь. И родились здесь. Вы русская, да? Русская. Что вы думаете об этой войне? Ничего, вредительство и все. Российские вести говорят, что здесь русскоязычные... Брешут они все. Ельцин сказал, в среду не будет бомбардировки. Бомбят. С 5 числа с 0 часов запрещена бомбардировки. Бомбят. Сам лично слышал, уже с другой стороны заходят. Вчера сколько ракет было пущено по городу? Это фашисты это! 4 числа было. Это фашисты, галимый фашизм, красно-коричневый. Хоть он и говорит, Ельцин, что красно-коричневый не продают. Какой он демократ? Он же говорил, сам говорил лично, он не демократ. Не знаю, кто он фашист. Женщин наших, вот как они называются, русскоязычное, что ли, население. От имени этих женщин я прошу, если только это дойдет до Ельцина, или до Грачева, или до Черномырдина, я хочу сказать им, что мы живем в мире, никто никого не трогает, никто никого не выселяет, и не надо нас эвакуировать, и не надо депортировать. Мы как жили на чеченской земле, так и будем жить. И вот эту всякую ерунду, которую они говорят, что нас выселяют, квартиры выкидывают, туда-сюда, это все неправда. Вот здесь русских женщин, наверное, больше, чем чеченок. Вот эти стоят русские женщины, стоят. Я, например... Чтобы с детьми погибнуть, чтобы не знать, что это если я погибну, дети потом будут мучиться. Я не могу ходить после Отечественной войны, я здоровая. Вот. А во-вторых, у меня 5 числа сын ушел на работу, и только пришел он через 10 дней. Могла я оставить его здесь? Конечно, нет. Хочу сказать, что удивительно. Если учесть, что буквально недавно эта деревня, где мы сейчас находимся, была подвергнута бомбардировке, погибло очень много мирных жителей, и такое отношение к нам, это просто удивительно. Почему так жестоко? Мне кажется, что это уже, может быть, даже от бессилия. Что уже поняли, что сюда мы ввязались, а раз ввязались, то надо все-таки, чтобы показать свою силу, довести это дело до конца, а оно не получается, и вот начинаются вот эти бомбежки, никому не нужные, запугивание народа, а запугивание выливается наоборот в озлобление. Калитку вывалили, залетели, начали все этот дом снаружи сначала обстреляли с пулеметов, с автомата. Потом ворвались в масках. Ну, они, если бы были чеченцы, они по-чеченски заговорили бы. Кто-то речь произнес, а то не только по-русски все разговаривают. Все вот высокие, здоровые такие ребята. Они залетели и давай бить, долбить. Все с автоматом расстреляли, весь дом полностью расстреляли. Когда ворвались, всем положили нас, а мать, я говорю, ранена мать убили, вы что, помощь хоть окажите? Вам потом помощь окажут. Я так считаю, что нас бы не тронули никто бы в Чечне русские. Мы бы там и так и жили бы, нас и никто не трогал. А как-то наши стали бомбить, наши стали нас там бить, а потом Чечня стала уже обороняться, и нас стали всех бить подряд. Эту часть Октябрьского района города федеральные войска обстреливали несколько дней подряд. И лишь накануне наступило затишье. Вы русские?
Русские и женщины, и мужчины там раненые. Творилось здесь в ту ночь. Только и они вот говорят, мы мирные жители, не бомбим, мы это, мы то. Они на самом деле вот что делают. Сколько людей уже погибло. Как отношения с чеченцами? Нормальные были? Конечно, нормально. Нас никто не обижал, не притеснял, ничего нам никто плохого не делал. Ну, вот, говорят, приходила информация, что там вытесняли русских. Нас никто не вытеснял. Это хуже фашистов звали. Я их не этот Ельцин Они видите, как жгут дома. Всех выгнали. Жмут голые, я выскочила, и дети мои голые. Они бьют наши, это Россия бьет нас. Живем здесь. Чечены нас спасают всегда. В войну я жила здесь. Они нас всегда выручают. Это самый трудолюбивый народ, который нас, Россия, сделала нищими. Этому Ельцину, чтоб он нашей крови захлебнулся. Сколько мы переживаем здесь. Мы ни день, ни ночь не спим. Спокойно нас бомбят. Все стекла поразбили, все. Дай Бог и этот народу. Я здесь живу 65 лет. Все нормально у нас было.